Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я, ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня в эфире. Якутский фотограф Алексей Васильев вошел в число номинантов самого престижного в мире фотоконкурса. Спортсмен из Нерюнгри Роман Щетников завоевал 2 медали в ледовом полумарафоне во Владивостоке и Преамурье. Более 300 километров преодолели путешественники Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев. Мы продолжаем хронику путешествия Дугуйдана Винокурова и Мичила Неустроева с Аймикона до Лондона. Как стало известно, экстремалы успешно добрались до Теплого Ключа. Там же переночевали и сегодня снова двинулись в путь. В планах на сегодня у Дугуйдана и Мичила достигнуть Хандыги. При этом всадники провели сутки без связи, а уже сегодня снова радуют своих подписчиков свежими видеоотчетами о своем путешествии. Всего коневоды преодолели более 360 километров. Эффективность умной одежды как улучшение технологий создания умного города, разработка мобильных приложений. Эти и другие вопросы отражены в проектах участников технического конкурса Cape In. Мероприятие проходит на площадке Центра точки кипения СВФУ в онлайн-формате. В нем участвуют команды школьников, студентов, также отдельно научные исследовательские группы. До начала конкурса командам выдали конкретные технические кейсы направлений, по которым распределили заявленные проекты. В работах групп эксперты оценивают ценность и продуманность, новизну и актуальность. Основной целью конкурса Cape In является популяризация и развитие прикладных исследований и технических наук, привлечение молодежи к комплексному решению практических задач и разработке перспективных инновационных проектов. Якутия продолжает привлекать внимание известных блогеров. Так, недавно столицу республики посетил Макс Тревор, который в своем канале на YouTube рассказывает о путешествиях по миру. Свой выпуск Максим посвятил подледной рыбалке, портативным гаражам и домам на сваях. Блогер прогулялся по улицам города, не обошлось и без традиционного похода на крестьянский рынок. Температура на момент визита блогера составляла более минус 40 градусов. А тем временем якутские пользователи ТикТока задают собственные тренды. Так, одна пользовательница платформы сняла видео «Докажи, что ты саха», не говоря об этом, и продемонстрировала любовь к мороженому в минусовую температуру. Якутский фотограф-документалист Алексей Васильев претендует на победу в отдельной категории самого престижного международного конкурса фотографов World Press Photo. Это один из самых престижных конкурсов, целью которого является поддержка и развитие высоких стандартов фотожурналистики и фотодокументалистики. Якутянин представлен в категории «Проблемы современности» с серией «Сахавуд». В этой серии у Алексея примерно представлено 10 работ, рассказывающих о производстве фильмов в Якутии. Каждый из снимков завораживает и заставляет смотреть на него дольше, чем на несколько секунд. О секретах удачного кадра сюжет Ульяны Шагиной. Увидеть интересный кадр там, где другие проходят мимо. Гуляя часами в толпе прохожих, фотограф-документалист Алексей Васильев ищет глазами тот самый момент. Холод, туман ему не помеха. Удачный кадр может получиться в любую секунду. Миссия фотографа – увидеть его и успеть запечатлеть. Гуляю по улице часа 2-3 в поисках кадра. И не факт, что, конечно, я смогу что-то снять. Вообще, чтобы получился какой-то удачный кадр, на это может уйти куча времени. Может день, может 2, может вообще целый месяц. 3 месяца, я не знаю, полгода. Вот и фотографии серии «Сахавуд» появились не в одночасье. Он документировал закулисье якутских киноплощадок больше года. Алексей – большой патриот своей родины, поэтому его снимки – это в первую очередь не просто о работе актеров, а о чем-то более глубоком, о самобытной истории его родного края. Но просто Якутия – это мой родной дом, моя родная земля, и мне кажется,
То, что я делаю, фотографирую, как живем мы, местные жители, это должно войти в историю, возможно, и людям лет через 100 будет интересно рассматривать фотографии. На право называться фотографией и фото истории года. В этом году борются более 70 тысяч работ фотографов со всего мира. Самобытная культура народов, всемирная пандемия, экологические проблемы. Сюжеты самые разные. Победители будут известны уже в середине апреля. Сам же фотограф заявил, что какими бы ни были результаты конкурса, вхождение в число номинантов уже победа. Значит, на его работы смотрели дольше, чем на несколько секунд. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Спартакиаду зимних видов спорта возобновят в 3 городах республики с 25 марта по 11 апреля. В прошлом году соревнования перенесли из-за эпидемиологической ситуации. Однако состязания успели состояться по 2 видам спорта – северное многоборье и шорт-трек. Как сообщают представители Управления физической культуры и массового спорта республики, результаты соревнований не будут аннулированы и пойдут в зачет. В этом же году спартакиаду откроют сноубордисты и горнолыжники. В Якутии открылась регистрация на конкурс по трейл-раннингу «Таежные дебри». Это бег в необычных условиях по пересеченной местности, лесным тропам, оврагам и полям. По словам организаторов конкурса, Кубок «Таежные дебри» даст победителям возможность испытать новые и незабываемые впечатления от бега. Всего в соревнованиях будет 5 этапов – стихия дерева, огонь, земля, металл и вода. Соответственно, забеги будут осуществляться на разных локациях и дистанциях. Это Сейчас Стас, да? бег по пересеченной местности. Была очень интересная идея создать для жителей нашей республики, нашего города интересный беговой проект, когда можно бегать по разным локациям, заряжаясь новыми эмоциями. И как раз-таки пришла идея создания Кубка «Таежные дебри», где в него входит 5 этапов, 5 разных локаций с 5 разными дистанциями, где любой желающий любитель может поучаствовать и побегать в свое удовольствие. Нерингринец Роман Щедников принял участие в 2 забегах по ледовой трассе во Владивостоке и в Преамурье. Оба соревнования принесли призовые медали в копилку спортсмена. Так, во Владивостоке участие в ледовом полумарафоне приняло около 1000 спортсменов. Там Щедников стал 3-м в забеге на 10 километров. В Преамурье спортсмен занял 1-е место, обогнав более чем 150 участников забега. О якутской команде косплееров, соорудившей макет корабля «Лезвие бритвы» из сериала «Мандалорец», рассказали в шоу «Вечерний Ургант». Напомним, ранее о копии звездолета стало известно и зарубежному сообществу. О том, как создавалось «Лезвие бритвы», смотрите далее. Несмотря на то, что это только макет, выполненный командой местных косплееров, он получился довольно внушительным – 14 метров в длину, 10 в ширину и 4 в высоту. Весит конструкция около тонны. Смотрели первый сезон «Мандалорца» с ребятами, и мне загорелось сделать именно корабль «Мандалорца», потому что это его транспорт постоянный. И как-то вот зацепило меня. На постройку корабля у его создателей ушло больше года. Сначала они вкладывали в него собственные средства, затем им помогали подписчики в Инстаграме, а после появились и спонсоры. Макет повторяет корабль «Мандалорца» не только снаружи, но и изнутри. В кабине есть даже тот самый шарик от рычага, который был любимой игрушкой Грогу, неформально прозванного фанатами малышом Йодой. То есть вот эти все элементы, они работают, включаются двигатели. Пока вот аккумулятора нету, хотим подсветить подключить к свету, но у нас замерзает этот блок. Прицел все работает, все кнопки, они не просто так стоят, а все они рабочие. Включая двигатель, габаритки, задние подфарники, открывает этот люк. Ну вот, в принципе, вот так все выглядит. Сейчас макет установлен на территории парка Урдел, посетители которого могут с ним сфотографироваться. На работу якутских косплееров уже обратил внимание один из каскадеров, участвовавших в съемках сериала. Он пришел к ним в комментарии и процитировал мантру мандалорцев «Таков путь».
Парк активного отдыха «Урдел» приглашает всех жителей и гостей столицы провести время с пользой и весело. Площадку открыли совсем недавно, но уже сейчас она радует разнообразием предлагаемых развлечений. Так, по словам руководителя парка, сейчас они активно работают не только над доработкой уже существующих аттракционов, но и над созданием круглогодичной площадки для активного отдыха. При этом закупленное оборудование поступит уже в мае, и уже с начала лета можно будет испытать себя в веревочном парке, на скалодроме и многом другом. Впереди выходные дни, пора веселого отдыха. И это время можно также провести весело, но уже в самом городе. Настоящее ледовое царство, излюбленное место горожан, предлагает желающим опробовать множество аттракционов. А вот какие, нам сейчас расскажет наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Алексей, приветствую тебя. Ну расскажи, как у вас там новости? Здравствуй, Саргалана. Мы находимся в ледовом городе, я бы даже сказал, ледово-снежный город. Как вы можете видеть, очень много снежных и ледовых фигур. Народу на самом деле очень много, половина сидит в пункте обогрева. Мы тоже попили кофе. Погода отличная, казалось бы, вечер, но очень тепло. И на самом деле вот у нас самая длинная горка, как вы можете видеть, она 150 метров длиной. Я ни разу здесь не был. Ну, как сказать, не то чтобы трус, но я боюсь. И вот у нас инструктора, вот вас снимают, можете помахать. Всем здрасте. Мы сейчас протестируем эту самую длинную горку. Нам уже рассказали технику безопасности. И для того, чтобы скатиться, нужно что? Нужна ледянка, она у нас есть. Так что все будет, думаю, круто. Давайте. Оп. Сейчас, подождите. Так. Все, приготовьтесь. Сейчас мы вот посоревнуемся, кто быстрее. Вы можете видеть. Вот. Ну давайте. Как сказал один великий человек, поехали. Вообще это просто супер! Как вы видите, я победил. Я самый первый. Вот наш оператор. Но теперь надо скатиться, это точно, потому что настроение просто супер. Так быстро я вообще ни разу не катался. Как есть снежные фигуры, какие-то такого, скажем, сложные такие фигуры и ледовый лабиринт. В этот ледовый лабиринт, если честно, я сам не заходил, побоялся, потому что все-таки хотел с вами увидеться. Вот, также у нас есть здесь карусели, есть олени, можно покататься в оленей упряжке даже, пункт обогрева. Можно зайти попить кофе, если вы замерзли, но вряд ли вы замерзнете, потому что такой драйв и такой адреналин я давно не испытывал. Это просто что-то с чем-то, просто фантастика какая-то. Вот, есть также вот яма, вы можете видеть. В эту яму, говорят, очень, если ты в нее спустился, очень сложно с нее выбраться. Я тоже еще не пробовал, попробуем позже. Здесь, как известно, есть 5 горок. Эти горки, они для ребятишек. Можно, если вы побаиваетесь, можно на них покататься, попробовать, а потом, если вы почувствовали силу духа, и можете прокатиться, как я, с самой большой горки и чувствовать себя в какой-то степени чемпионом. Вот, скоро выходные, я всех поздравляю с этим замечательным в какой-то степени праздником, потому что выходные мы ждем целую неделю. И так что обязательно приходите сюда с семьей, с друзьями. Нужно как-то отдыхать от рабочих будней тяжелых, поэтому всех вас здесь ждем, советуем. Ну, на этом у меня, наверное, все. Саргалана, спасибо вам, и обязательно приходите, вы точно не пожалеете. Это классно.
Спасибо, Алексей, за такой веселый рассказ, за твой обзор самой большой горки ледового парка. Погода действительно располагает к активному времяпровождению. Ну и перейдем к прогнозу погоды. Сегодня в Якутске минус 7, минус 9 градусов. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Примерно такая же температура ожидается и 13 марта. Ну а настоящая метель прогнозируется аж в 2 районах республики. Синоптики говорят об усилении ветра в Ленском и Алекминском районах. Местами ожидаются порывы до 16-18 метров в секунду. Метель. А тем временем самая низкая температура на сегодня зарегистрирована в Оленьке. Там минус 24 градуса. Плюсовая же температура уже установилась в селе Тяна Алекминского района. Плюс 6 градусов. Это были самые холодные новости Якутии. К этому часу у меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи.